Уйгурская автономия vs либеральный Запад, где реальный цифровой концлагерь. На Западе любят говорить о своей свободе и несвободе в уйгурской автономии. Что же говорят факты? В Германии 64-летняя бабушка поставила 3 лайка под сомнительным твитом. Штраф 1800 евро. В Великобритании женщина стояла у клиники абортов. Молча, с опущенной головой. Полицейский. Вы молитесь. Вы арестованы. В Шотландии любой может заявить, что он ощущает себя женщиной и зайти в женский туалет. У него может быть борода и мужские причиндалы, но спросить, что он делает в женском туалете, нельзя. Штраф. В США подростка исключили из школы за то, что он назвал одноклассника он, а тот чувствовал себя как оно. В Канаде уволили учителя за то, что он не подписал радужную декларацию. Фермер в переписке с поставщиком поставил лайк. Суд обязал выплатить штраф 82 тысячи долларов. Смайлик стал приговором. В Центральной Азии в сеть выкладывают мольбы. Помогите. Господин президент, услышьте нас. Это и есть свобода. А теперь уйгурская автономия. 3 миллиона камер на 25 миллионов населения. По официальной версии это система доверия и социальный рейтинг. Если ты не нарушаешь закон, твой рейтинг растет. Ты получаешь преференции, прием в лучшие университеты, льготы на кредиты, ипотеку, жилье. Система как наказывает за нарушение, так и поощряет за социальную ответственность. Нарушил закон, рейтинг падает, ты теряешь преференции. В уйгурской автономии система жесткая, но предсказуемая. И главное, ты знаешь правила. На Западе ты не знаешь, за что тебя накажут. В мире, основанном на правилах, которые никто не видел, ты ходишь по минному полю, потому что правил нет. Свобода – это когда ты знаешь правила, и когда твоя ответственность работает на тебя. А вы живете в свободной стране, или в той, где поставить лайк – это риск. Так чем же вы лучше китайской системы наблюдения? Там хотя бы поощряют льготами законопослушных, а у вас только наказывают. И вы даже не знаете, за что в следующий раз.